Друзья, всех приветствую, ассаляму алейкум. Меня зовут Артем, и я продолжаю рассказывать и показывать вам про жизнь в республике Ингушетия, где я нахожусь. И в этом выпуске будет небольшой обзор города Карабулака, где я постоянно останавливаюсь у своих друзей. Поэтому, если интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, поддержите меня лайком и делитесь своим мнением от увиденного у меня здесь внизу в комментариях. Мой канал про путешествия и жизнь тех мест, которые я посещаю. Здесь, в самом центре города Карабулака, находится парк Славы, где установлен монумент всем тем нашим солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Ну вот написано: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы». Это очень важно говорить про эту тему, потому что нужно не забывать про всех тех людей, которые подарили нам с вами сегодняшний светлый и добрый день. Вот тут изображены сыновья Кравченко: Ефим, Михаил, Федор, Антип и Егор. Да, в городе Карабулаке пусть не так много, но все же проживают здесь русские. Вместе с ингушами еще есть и чеченцы по своей национальности. Также здесь вот на этом мемориальном комплексе на стене упомянули имена воинов советской армии, погибшие при выполнении интернационального долга. Балкоев, Бачалов, сотрудники правоохранительных органов, погибшие при выполнении служебных обязанностей. Баркинхоев, Богатырев, Гагиев, Ганиев, Горбаков, Зауров, Катиев, Гадзоев, Миржоев, Азиев, Хамхоев и Цычоев. Это все ингушские фамилии и имена. В Ингушетии очень любят котов. Их очень много здесь. И постоянно мне встречаются, а вообще меня кошки преследуют. Кстати, вон там вдали вижу уличный спортзал, но там, правда, никто не занимается, потому что можно обморозиться. Руки уж точно, так как железячки. Здесь же установлены на территории парка, я вижу, беседки, которые защитят от снега, от дождя. Так, с ребятами можно сюда тоже прийти, посидеть, пообщаться, кофе-чай попить. Вот. Женщина что-то мне говорит, подсказывает. Пока вы здесь, будет парк чистый, вы за порядком следите? А как же? О, здорово. Как вас зовут? Любовь Хамзатовна. Любовь Хамзатовна. Вы давно, да, здесь живете? Давно живу, 53 года. Да. Как вам здесь? Прекрасно, хорошо. Прекрасно. 23 года в этом парке. Ну а вам спасибо, Баркал, за то, что вы здесь. Действительно, тоже держите все в чистоте, видите, все так чисто. Так и должно быть. Так и должно быть. Кому не нравится, вообще на территорию пусть не заходят. Ну, правильно. Самое главное, вот пацаны, которые любят семечки пощелкать. Да. Вот это самая большая проблема. Да. Но вы пощелкали, вот здесь установлены мусорные корзины. Есть. Вот так по периметру, да, я их вижу. Вон, есть, у каждой лавочки. Есть. Ну вот, давайте я покажу, пожалуйста. Пощелкали семечки, выбросили сюда. Ну, можно. Да, и уважайте людей, которые следят за порядком. Ну, посмотрите, женщина, да, в возрасте следит за порядком. Это же уважение к старшим. Как на Кавказе учат уважать старших, уважать правильно? Старших. Да. Так всегда и было, и есть, и будет. Да, и слава богу. Вот. У нас никогда отрицательно не был парк славы. Вообще мы держали его на высоте. Несмотря на это, чистоту, порядок соблюдали. Администрация города Карабулак тоже. Вот сейчас это Дидига Ахмед Борисович прекрасно обращается, смотрит. Вот. А вы сколько лет здесь работаете? 23 года. 23 года. Это уже парке. много. Я нефтяник работал до сих пор. Ну, потом после операции они меня перевели. А вы по национальности, если не секрет? Не секрет, но это ингушка, но... Ну, просто имя Любовь, да, есть ингушка. Любовь Хамзатовна, да, Досоева. Все, да. Ну тут русские проживают, я не ошибся, да? Нет, проживают хорошие. Ну, казаки, наверное. Есть, да. Валентина Ивановна, вот Овсянникова, Надежда, много. Учителя, врачи, медсестры.
много русских, которые уважаем мы их, и они нас уважают. Почему? Потому что друг друга уважение должно быть, Да, кто бы и ты ни был. самое главное, что вы в мире и В согласии мире. уже. Да, да, в мире согласен. Нет Мы никаких как одна проблем. семья. Не, Да. не. Это здорово. риска нет. Значит, я никого не обманул. Да, обманул. Мы Нет, вам нет. поверим. Всё, Да. спасибо вам. В Дай любое Бог время здоровья, заходите, хранить Бог вас. приходите, в Да, любое время встретим. да, Там, хорошо. где проводят. Нужно приходить в теплое время. Очень холодно, да. Да. Ничего, не холодное время. Да, спасибо. Вот такие люди здесь живут, видите, в мире и согласии уживаются. И ингуши, и русские, и чеченцы, это самое главное, здорово. И мне что нравится, люди идут на контакт. Мне не приходится кого-то уговаривать, чтобы, знаете, вот там дали какие-то комментарии, потому что тем самым мне помогают сделать мой контент разнообразнее. Ну а вы обязательно поддержите меня лайком, ну и подпишитесь, чтобы не пропускать моих новых видео. Сейчас на моем канале идет большой цикл блогов про Республику Ингушетия. В самом городе Карабулаке не так много многоэтажных домов. Ну, в основном это пятиэтажки. Есть и выше дома, но их очень и очень мало. Потому что ингуши любят жить в своем частном доме на земле. Прям как моя мама. Моя мама вообще меня не понимает, почему мне нравится жить в квартире. А я вот не хотел бы жить в доме в своем частном, потому что прожил 19 лет на Алтае. Мне нравится квартира. Ладно, я признаюсь честно, я немножко ленивый человек. За своим домом вот таким, да, небольшим, нужно ведь следить. Там постоянно возникают какие-то проблемы. То крыша потечет, то двор постоянно вот от снега чистить. А когда живешь в многоквартирном доме, то как бы коммунальные службы все это делают. Ну, я за это, конечно, плачу. Да, вот в таких скромных иногда вот встречаются, да, домиках живут ингуши. Но напомню, что в таких домиках не только ингуши живут, но еще и русские, это казаки, и чеченцы. Потому что история здесь, на Кавказе, не всегда была хорошей, знаете, светлой и доброй. В 90-х годах здесь было очень много конфликтов. В той же Чеченской Республике, да, в братской, для Ингушетии происходило много нехорошего. 2 конфликта, много беженцев, которых здесь ингуши разместили и спасли от погибели. Ингуши это помнят, и чеченцы знают и помнят, и относятся с уважением. Это самое главное. Друзья, здесь, в городе Карабулаке, практически в самом центре, находится музей изобразительного искусства, где можно узнать про историю Ингушетии, про традиции, обычаи ингушей, соответственно, на картинах. И вот этот музей я прямо сейчас хочу и сам посмотреть, и вам показать. Сегодня здесь, в Государственном ингушском художественном музее, проходит выставка художницы Ильясовой. Вот, пожалуйста, называется ее картина «У родника». Это легенда гор, фотопечать. В войнах, который в ночи смотрит на свои башни. А вот, кстати, ингушка в куртасе с луком. Боевые были раньше девушки и женщины. В Ингушетии опасные. Как вы могли заметить, в главном холле художественного музея города Карабулака собралось очень много прессы, гостей, потому что у местной художницы здесь своя выставка. Ну, а меня пригласили в зал, как видите, уже в другой,
где можно увидеть картины разных наших российских художников. Картина Захарова называется «Ветка жасмина», 1980 год. Это все подарки для художественного музея города Карабулака. Вот счастливые лица, Баскаков, озорные частушки. Так, вот эта бабушка интересная. Раздрогин. Дворик 1986 года. Картина. Набережная Москвы, парк Горького, Абросов. Да. И до сих пор эту беседку можно увидеть, если вдруг поедете в Москву, либо полетите. Она есть. Это Узбекистан, Восточный базар. Картина была написана в 1968 году Максимовым. И вы видите, что стоит треугольной формы столик. На столике стоит национальное блюдо, но сделано только ручным способом, хотя сейчас это изготовляется в любом, ну так скажем, комплексе по изготовлению пищевой продукции. Сын стоит, это старший сын, у него полный, так скажем, национальный тип одежды, в котором, как вы видите, пояс и висячий кинжал. Отец, который сидит за столиком, тоже в черкеске, с застегнутым шее воротником, но на ингушском языке это стойка-воротник называется, и они из льняных пуговиц и петельки. Это все ручная работа. И жена, которая ставит, естественно, еду на стол. В зависимости именно из этикета ингушского народа, сын и дочь, тем более, не могли сидеть за одним столом, пока отец такого разрешения. В углу вы видите войлочный ковер ручной работы, который сейчас возрождает многие различные коммерческие организации. Но, конечно, там света не так хорошо видно, но мы будем с вами иметь возможность увидеть орнаментальный декор в центре ее. И опять-таки деревянная кровать, если вы обратили внимание, войлочный ковер из чистой шерстяной шерсти, когда овцу, естественно, резали для того, чтобы сделать какой-то продукт для пищи, кожу снимали, ее обрабатывали, ножницами стригли шерсть, и вы видите круг, на котором, в принципе, можно было из нее, из этой шерсти делать нить. Нить натягивали на станок. Это возрождение нашего предмета быта. Видите, какие нити идут по всей длине. А поперечный челнок, вон стоит около станка, чуть-чуть поодаль. Это девушка, а может быть сноха, мы не ограничиваем пока ее возможности, которая в любое свободное от полевых работ время занималась ручной работой. Вы прекрасно понимаете и знаете, наверное, что опять-таки, если на правую сторону посмотреть, то есть горит очаг. В этом отношении вся посуда, сделанная вручную, это медь, бронза. И опять-таки в нижней части стоит водоносный кувшин, в котором наливали воду и приносили ее из родника. Деревянная ступа, деревянная маслобойка и, естественно, ряд предметов из чистого натурального дерева. Вот оказывается, почему горцы, как нас называли в прошлом, а затем уже начинали по национальному признаку определять чеченцы, ингуши, кабардинцы, балкарцы, абхазы, адыги и так далее. Но каждый именно этнос, народ, как мы сегодня говорим, именно исходя из своих климатических условий и понимания природных богатств, которым они обладали, они использовали не как сегодня, а очень рационально для своего быта. И в этом отношении вы видите балки, естественно, из натурального дерева, и они, если даже не так классически обработаны, то есть дается лишь только верхняя часть, чтобы на нее были опоры балок вертикальные и горизонтальные. И тем не менее, все предметы быта из чистого природного материала. Следовательно, если экология возникла только буквально несколько лет тому назад, то слово «экология» очень хорошо было известно нашим
прапрапредкам. Поэтому по состоянию здоровья они были намного сильнее, намного более здоровыми, то есть не болели. Но если даже в определенных случаях, если заболевания, как холера, чума и прочие другие заболевания проникали в предгорную и горную часть, то находились те люди, которые могли с помощью растений излечить то или иное заболевание. Самым последним новым пополнением фондов и экспозиции у нас является, как вы видите, кольчуга, который именно возродил на базе археологического этнографического материала Бекхандах Кильгав. Он у нас мастер по декоративно-прикладному искусству и в особенности художественному оформлению металла. В этом отношении он очень много работает с серебром, он много работает с золотом. А вот когда он заинтересовался кольчугой, то, естественно, как вы видите, вся эта кольчуга состоит почти из 35 тысяч маленьких колец, которых он соединяет вместе между собой, и образуется определенный орнаментальный узор, как вы видите. Если даже мы не имеем права касаться, то вы видите рисунок. Не гладкая, именно металлическая конструкция, а каждое кольцо связано друг с другом и образует вот эту панораму. Затем идет кожаный пояс, как вы видите, по центральной части, на котором держится щит, а он обработан кожей и легким металлом, как вы видите. Ну и, естественно, оружие, шашка, сабля, кинжал и так далее. В зависимости от того, именно в какой бой, в какие военные столкновения он мог вступиться. Можно задать? Можно. А вот этот кинжал мог проткнуть кольчугу? Вот Я этот вопрос уже слышала не только от вас, а и от других. Во-первых, это зависело от той тактики и той стратегии, которая была у горцев. Они не имели профессионального образования, у них это не было. Это как во время Кавказской войны Шамиль со своими наибами начинал идти, и если он 35 лет держал царскую армию в своих руках, извините, там уже не столько речь шла, проткнет он эту кольчугу или нет, а именно на какой дистанции находится именно наступающий отряд и как защищает себя этим щитом человек, который сидит, допустим, даже не в окопе, а скрылся за деревом, или наоборот поднимается на это дерево и, естественно, начинает со своим арбалетом и луком, естественно, в него стрелять. У него мисюрка на голове, посмотрите. И опять-таки определенная часть свисает на правую и на левую часть щеки, лобная часть у него закрыта, точно так же, как и плоская тыльная часть. И в этом отношении, если даже это и шашка, которыми в основном были казаки, казачества у нас были и в станице Слепцовской, Троицкой, Нестеровской, Орджоникидзевская, как ее называли тогда, по разным источникам, разная интерпретация. Сейчас их вообще не называют. Есть, правда, станица Нестеровская и есть город Сунжа. То есть в зависимости от изменяющейся, естественно, исторической ситуации, обстановки, естественно, тех новаций, которые происходят. Если крепость когда-то, где находился первый корпус университета, это была станица Слепцовская, это была военная часть, где, в принципе, военная часть находилась на теоретическом и боевом обучении, потом ее локализовали, корпус отдали под университет, а сейчас там просто одни парники и так далее. То есть изменения, реконструкции, при этом исчезают элементы истории, которые, естественно, подрастающее поколение должны знать. Вот здесь на двух этих стеклянных витринах у нас как раз есть те самые материалы золото или серебро, но это элементы национальной культуры. Вот как раз кинжал, который вы видите. Вот по центральной части этого клинка, видите, посередине идет полоса. Это называется полоса, потому что кинжал у нас обоюдоострый, то есть он с двух сторон. Чтобы, естественно, когда он находился или в висячем положении на поясе, на него одевали ножны, и клинок обоюдоострый скрывался, но форма красоты, филигрань, скань и вставки из различных стекол оставались. И притом на одном из этих оборотов этого клинка мастер, то есть кузнец, который изготовлял данное оружие, он ставил свое клеймо. В этом отношении всем хорошо известно, что Унцикуль и Кубачи – это Дагестан, два горных, высокогорных селения, в котором с древнейших времен были мастера-кузнецы по изготовлению холодного оружия.
Но у нас таких, к великому сожалению, научных исследований, доказывающих этого, нет. Хотя, например, Иса Асхабов, это чеченец, который занимался коллекционированием в 70-е, 80-е годы. Сейчас он живет и работает в Москве. Это единственный человек, который интересовался, был коллекционером. Он собирал и изделия, предметы быта, изделия украшений и, естественно, военного снаряжения, то есть кинжалы, сабли, шашки и так далее. И в этом отношении перед началом Первой Чеченской войны он уехал, и свою коллекцию он этим спас. Так вот, Аства Цатурян – это первая женщина-искусствовед, которая изучала холодное оружие и защитила даже не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию. А ее дочь пишет именно рецензию на книгу Исы Асхабова «Чеченское оружие». И в ней он указывает, сколько мастеров и какие мастера в Чечне были по изготовлению холодного оружия. И она отмечает, этот человек сделал уникальную работу. Он сделал работу целого института в поисках полевого материала, какие мастера у них были. Это новое поступление, абсолютно несколько недель тому назад. Музыкальный инструмент смычковый, дечик-пандор, как его на ингушском говорят. Но он восстановлен Зурабом из адыгейской национальности. Извините, я просто не хочу назвать эту фамилию не так верно. Она даже Зубер. Еуас. Он его восстановил по полевому материалу, который собрало географическое общество Дзурдюки. И вот эти два тома, музыкальный атлас, составителем которого является Дзаурова Танзила. В этом отношении, что молодежь вообще не имеет интереса к истории прошлого, это будет неправильная точка зрения. Интерес есть, но другой вопрос, насколько этот интерес активизируется, либо у него есть такие возможности, либо есть какой-то спонсор, который действительно заинтересован в реализации этих вещей. Но если даже мы говорим с вами Третьяков, Третьяковская галерея, то фонды этой Третьяковской галереи были, естественно, на базе той коллекции, которую собирал сам Третьяков. У нас в Ингушетии, к великому сожалению, таких людей очень мало. И если есть Ахмед Исаевич Мальсагов, который был кандидатом экономических наук, возглавлял Сбербанк Республики Ингушетия, и он сейчас оставил всю свою научную карьеру. У него в Северной Осетии свой домашний музей, свой, естественно, ресторан или кафе, в котором он возрождает историю прошлого национальной кухни и дает, естественно, всем туристам, которые там останавливаются, с этим знакомиться. Есть другой, Абукар Саутыгов, который собирает и коллекционирует предметы из железа и бронзы. Это наиболее ранний период. Но, к великому сожалению, археолога, прежде всего, который точно датирует этот железный топор, где он был найден, на каком уровне культурного слоя, когда и так далее. Это вопрос, который не черная археология, естественно, в определенной мере, которая расцветает не только у нас, но и в Чечне и так далее. Но мы из фондов музея города Грозного, который была и нашей столицей тоже, когда Джахар Дудаев объявил, что мы будем развиваться самостоятельно, ингуши вы самостоятельно, и когда я Аушеву сказала, до сегодняшней, именно сегодня, раз вы нас собрали на эту конференцию, так называемую, вы военный человек, да. А я работала в этом музее, и я знаю фонды этого музея. Если сегодня вы не поставите вопрос о возвращении не купленных, потому что это противоречивая ситуация, но если в 1928 году в Горной Ингушии, как называли тогда, Леонид Петрович Семенов, царство ему небесное, Евгений Игнатьевич Крупнов вели свои археологические раскопки, и каждый, естественно, предмет из склепов и, естественно, погребений и могильников, если они сдавали и увозили в Грозненский краеведческий музей, улица Пролетарская, 54, то мы не получили ни один экспонат, ни один предмет. Поэтому сказать сегодня, это Алан, это Скиф, это Сармат. Слово – это слово, а доказательства, нет. Извините, если нет. Да, можно назвать Аланская улица, Аланская площадь и так далее. Я не против. Но когда мы говорим даже о той сегодняшней политической ситуации, то какая территория у этих горцев, дадзадзуков?
Акоков, Акуков, Глигвов. Вообще была она. А если мы возьмем 24-й год, 36-й год, 34-й год до него и так далее, когда нас объединяли, то Северная Осетия, нашим центром был Владикавказ, потом стали политологи опять искать свои собственные посты на высшем уровне и опять-таки соединились с Чечней. Да, теперь появился термин «войнахи», да, «вейду». Вей – это наши. Да, есть какие-то элементы схожести культуры и языка. Но, извините, есть и свои отличительные черты, как и древние славяне, и восточные славяне, и западные славяне, которые один и тот же этнос, но идущий по разным трем направлениям. И если даже нас всех объединить, единственное, что я могу сказать именно, что ни один из них не говорит «убить», за какие-то деньги, за какие-то деньги, за какие-то деньги, как сейчас это политическая ситуация. И в этом отношении захват, естественно, кочевыми племенами, это был один период. Но когда кочевники осели и начинают понимать, что это, естественно, территория очень плодородная, раз, что на ней можно, естественно, заниматься земледелием, потому что даже термин «культура», «этикалчери» с латинского в переводе означает возделывание, обработка почвы. Да, тракторов не было, комбайнеров не было и так далее, но зато мужчины прекрасно понимали структуру почвы, что здесь можно посадить, обработки самой почвы. Даже высокогорные площади были засеяны кукурузой. И в этом отношении от склона горы срывали буквально на ширину 2 шагов землю и засыпали ее землей с равнинной части. Но чтобы земля после дождя или снега не падала, не скатывалась вниз, делали забор из ивовых прутьев. И на самый конец, и тогда ни дождь, ничто не могло, естественно, пласт земли унести. Вот так работали. Поэтому с точки зрения физической мужчины были стройные, сильные, красивые, без никаких вот таких животов и мягких мест. Потому что постоянная физическая работа, чистый натуральный продукт давали энергию и силу. А вот сейчас вы посмотрите на картины, которые в этом зале представляют собой ингушские художники, которые одни работали на пленэре, то есть непосредственно вблизи башенных комплексов и создавали, естественно, памятники материальной культуры. Но если вы были, значит, Картоев вам будет понятен. И опять-таки рациональное использование каждого клочка земли, рациональное, не то что сегодня, на равнине, склад строительный, абсолютнейшие объекты. А да, не дай Бог, если вдруг действительно будет такая ситуация, где посеять, где пожать, где посадить эти огурцы, эти помидоры. Да, теплицы – это одно, это устраивает определенную часть, а есть другая категория. И все средства массовой информации говорят, чистый экологический какой продукт. Но узнать его тоже проблема. Это работа наших Паланкоева и Зелимхана, триптих. Двойной дуэт идет. Это работа непрофессионального художника. Он ничего не кончал, он историк прежде всего. И самое интересное, это дупло дерева, которое находится в селении Мужичи, и в это дупло Хакиев, это человек, которого он рисует, посадил туда Серго Орджоникидзе, за которым гнался Деникин со всем своим войском. Он его туда посадил и сказал, тихо, ничего не говорите и сидите. И когда все деникинские войска прошлись по сельскому поселению и не нашли ничего, он его провожает по Джайрахскому ущелью, а его жена потом уже пишет ему письмо. Хакеев Хусейн, я тебе благодарна за спасение своего мужа. Поэтому автор показывает его в красной ваме черкеске, как вы видите, но она не ярко-красного насыщенного цвета, она вибрирует между черным и так далее. Но он сидит, во-первых, в классическом варианте, и, естественно, сам подвиг его тоже об этом говорит. Верхняя часть, хотя она сейчас не очень вам интересна будет в том плане, это тоже непрофессиональный художник, он поэт и писатель,
Али Татарович Хашагульгов, стихи которого не печатал Грозный, и он уехал в санаторий Арамхи и работал сторожем. Но все свободное время он обошел всех жителей Джейраха, в санатории, собирая полевой материал ингушских слов. И потом, когда уже получилась небольшая такая пауза, он этот сборник выпустил. Традиционные, в принципе, обычаи, которые сегодня нивелировали, вообще ничего не надо, девушки у родника. Это водоносный кувшин, это раз. Но у нас, к великому сожалению, нет пока еще искусствоведческого анализа, какая форма у этого водоносного кувшина. Да, у него ручка, у него срединная часть тулова, это поддон и горловина с колпачком, которого закрывали, если она поднимала его на плечо, как вы видите, и спускалась по тропинке. Но опять-таки, если она по тропинке спускается, это не сегодня асфальтированная дорога, то, естественно, это не каблуки и не ваши кроссовки, это чистая обувь, сделанная из чистой кожи. Но мастера прошлого были умники. Я им просто, царь дал Гешдалцан, это просто умницы феноменальные. И тогда, если ваша шнуровка идет на верхней части, то у них шнуровка шла на нижней части, то есть на самой подошве. И тогда подошва задевала глинистую почву и не давала им скользить по именно этой дорожке. Каменные блоки вы видите, и опять-таки они очень разнообразны по своей фигуре, по своему строению, и сам пейзаж интересен. Это молодая художница, которая появилась у нас недавно, Базиева. Нет, Базиева. Она имеет свое художественное образование, да, и она показывает нам предметы быта, завтрака, обеда, ужина или гостя, как хотите. Но она имеет профессиональное образование, поэтому сравнивать с не имеющим это образование, это довольно-таки сложно. Зелимхан Исмурзиев – это феномен наш, еще начиная с Грозного, когда у нас была ЧССР, и Союз художников находился именно там. И стать членом Союза художников тоже было очень тяжело, а не просто, как иногда сейчас, от одной выставки или до другой, или третьей. Здесь у нас идет очень интересная работа, если вы посмотрите, Шадиев. То есть какая форма технологии у Шадиева. И если вы один раз внимательно посмотрели, как он рисует, то вы ни с какими другими художниками его спутать не можете. Красочный слой очень четкий и очень, естественно, ярко выраженный. И если даже поселок нефтяников, то есть добыча нефти. А вот если вы немножечко дальше отойдете, вы улавливаете, что стоит домик, красивая крона пышных деревьев и, естественно, многочисленные резервуары, в которых находится сама что? Нефть. Да. Работа Азы Базоркина. Она не профессиональный художник, она профессиональный врач. Она работала в санатории Арамхи практически всю свою жизнь, и там познакомилась с Али Татаровичем Хашагульговым. И когда их дуэт, взаимообщение, взаимодополнение у этих людей началось, она тоже начала рисовать. По-своему рисунок интересен по цветовой гамме и ту структуру скалы, которую она передает. Это профессиональный художник, один из сыновей Паланкоева, и опять-таки натюрморт, в котором объединены, как в принципе, продукты живого направления и, естественно, что предметы быта. И опять-таки, что он имел в виду? Естественно, нам надо будет долго стоять для того, чтобы догадываться, как соединить, так скажем, живое и неживое, точно так же, как и свет и тьма, жизнь и смерть, то есть философская академия. Мартазанов дает нам пейзаж, так называемый городок мертвых. Это наши склепы. Но склепы по своему философскому осмыслению, если начать, это уникум, который уведет нас к древним египтянам, которым очень трудно сказать, какие параллели у нас были, но это очень интересно, что если одного фараона хоронили в пирамиде, естественно, в золотом саркофаге Аменхотепа IV, но если вы возьмете Рамзеса I, Рамзеса II, Саргона I или II, но догадаться в горной части, которые далеко были от равнинной территории, что этот человек дошел мыслями
естественной мумификацией, а не искусственной, которая была характерна для Древнего Египта. Это феномен. Но об этом, к великому сожалению, не пишет ни один историк и ни один этнограф. Это моя точка зрения. И в этом отношении, зайдя именно через лаз, который находился в склепе, а их было 4 стенки, и на каждой стене было окно, если это понятно. Лаз – это чисто географическая терминология. Живой туда заходил, и если каменная стела внутри была пуста, мертвого человека заносили, взяв его за, естественно, войлок. Потом войлок убирали, и чистое тело в своем саване распрямляли на каменной глыбе ноги, руки, уши, глаза, абсолютно все. И в состоянии покоя ему ставили глиняный сосуд с водой и деревянную тарелку с проса. Попрощавшись, они уходили. И шел процесс естественной мумификации, где не каждый выдерживал запах, аромат. Но чтоб туда не зашел дикий какой-то зверь, окно это, лаз, закрывали большим камнем, но оставались 4 свободных угла. И шла естественная вентиляция без никакого кондиционера, как сейчас. И поэтому черная археология, которая расцвела неимоверным, абсолютно сейчас в склепе вы не найдете ни одной кости этого человека. Я не говорю его украшения, его тип одежды, его браслеты, а может быть военное снаряжение и так далее. И когда я поехала именно в башенный комплекс Эст, потом его называют Ост, а сегодня Костоевы. И я была и в этом склепе, и в башенном комплексе, и видела в натуре разрушающуюся башню, и видела идиотов, пардон за выражение, которые эту сломанную или разрушающуюся башню забирали по каменному блоку и уносили к другому башенному комплексу, чтобы возродить другой башенный комплекс. В этом отношении, да, сегодня появилось новое, так скажем, требование, что без разрешения Министерства культуры Российской Федерации ни один тейп в Горной Ингушии не может башенный комплекс восстановить. Если даже они собрали эти деньги и, в принципе, вместе хотят этот башенный комплекс восстановить, то это для этого нужно разрешение Минкульта Российской Федерации. А умный человек при этом эти деньги собирает для того, чтобы пригласить специалистов по реконструкции, конструкции, реставрации и так далее. Но у нас такого отряда археологов нет, у нас даже нет открытого листа, имеющегося археологического центра. И мы тогда приглашаем извне, и начинается. А если начинается, то, в принципе, опять-таки, доказательства. Да, вы продолжатели своего рода. Вы хотите этот башенный комплекс восстановить. Как, например, башня Ахреевых в селении супер Фуртоук. И в этом отношении, когда я, например, лично была там, еще до вообще, когда наши памятники еще не были в реестре Российской Федерации, там жил Адлоп Лиянов со своей семьей. И у них была девушка одна, Хейди Ильянова, которая обслуживала именно музей, который именно сделали в Сакле из кирпича ручной работы. Топпыр кирпич калца. И в этом отношении так называемый турлучный дом, это когда на дранки набивают, естественно, не штукатурку, а глину с соломой смешанную, потом, естественно, еще раз белят, еще раз белят, еще раз белят. И в этой Сакле был один единственный сундук, который действительно относится к самому-самому первому художнику ингуша, вообще, который имеется, Хаджибекара Бачиевичу Ахрееву, где родословно начинается с Чаха Ахреева, но этот род тейп, если хотите, это фантастика, потому что вот их тейповые предводители, они ставили изначально вопрос перед каждым молодым поколением, что вы должны быть образцом показания доблести, чести и достоинства своего народа. И в этом отношении Чах Ахреев феномен. Это первый человек, который собирал полевые записи ингушского языка. Хаджибекар Ахреев – это первый профессиональный художник.
а он еще как археолог принимал участие у Леонида Петровича Семенова, а вместе с ним появляется Гази Магомед Албастович Доорбеков. И когда моя идея была, потому что я их знала, я работала в музее краеведения, когда я сказала, давайте восстановим быт и интерьер, как они жили. Даже в период депортации 1944 года мама именно этого Ахриева каждый день практически по ведру молока приносила в военную часть и отдавала солдатам. А вот когда они узнали, что будет депортация, один из них зашел и сказал, уезжайте, уезжайте как можно быстрее. Хороший поступок, благородный поступок, он не остается закрытым, он дает свою сферу. А сегодня там Ахриевы сегодняшнего поколения, хотя гражданская война, это был Гапур Ахриев. Отечественная война, Рашид Бек Ахриев, а сегодня идиоты, пардон за выражение. И в этом отношении, когда идет крепостная стена, то есть из камня выложенная стена, молодые сегодняшние камни оттуда вытаскивают из этой стенки, чтобы на шампурах приготовить шашлыки. Ужас. И когда я сказала, вы что делаете? Как вы можете это делать? Это же ваше, это же ваш памятник, что вы делаете? Теперь, когда я захожу в экспозицию посмотреть, как жил Гапур Ахриев, потому что этот музей открыли мы, когда нашей столицей был город Грозный. И Фатима Идрисовна Кудусова-Далакова нас туда повезла и сказала, вот в этом доме мы должны сделать вот эту экспозицию. И посвятили ее памяти Гапуру Ахриеву. А Гапур Ахриев, как погиб, если вы знали, это просто не то что фантастика, это трагедия на таком уровне, что просто словами этого не скажешь. Вот если бы увидели одну картину, на которых воссоздан этот образ, а этот человек был тоже там, он видел и Ахриевых, он был знаком, он был первый музеолог из Ингушей, когда у нас была ЧИ-АССР. Слово «обрек». Сегодня назвать хотя бы одного мужчины обреком я не сделаю. Почему? И не стану. Потому что его нет. Поэтому слово «этическая ценность», вам понятно, наверное, это изучает наука, этика, философская наука. И в этом отношении человек, который, не пытаясь получить медаль, 1000 или 1 000 000 рублей, он знал, что в этом селе живет женщина, одинокая. Он узнавал, у нее несколько детей, и она в материальном отношении очень бедная. И он пытался и прилагал все усилия, чтобы ей помочь. Не за деньги и не за интимные отношения, а за понимание, что это женщина, и он помогал. И в этом отношении слово «обрек» это дается мужчине, который с собой может пожертвовать ради того, чтобы другому человеку помочь. И некоторые женщины, зная, что вдруг он пройдет по этой дороге, в корзине вешали ему еду. И говорили друг другу, а вдруг он пройдет по этой дороге, он хоть сыскал, попробует, что это такое? Это из кукурузной муки сделанная большая толстая лепешка, если это вам слово понятно. Да. Цу – это уникальное блюдо, которое сегодня практически ни одно кафе не вырабатывает. Это кукурузная мука, сливочное, натуральное, чистое масло и сахар. Все это смешивалось и, естественно, кололось. И без никакого холодильника 2 недели, 3 недели оно могло лежать. Поэтому период Кавказской войны даже Алексей Петрович Ермолов, когда увидел у горцев бурку, феномен, и всем солдатам он ее закупил. Зачем? Идет снег, никаких палаток, как сегодня, у них не было. И в этом отношении в 2-3 раза он сворачивает и заваливается спать. Это тепло. Он стреляет из своего арбалета и лука. Я просто ее подняла. Она, естественно, дырку делает в этой бурке, но не в меня. И в этом отношении этот сыскал или этот цу покушать фантастически дает описание тот же самый Чах Ахриев. Это Зелимхан Исмурзиев. Когда я вам сказала, что женщины в любое свободное время, особенно в зимнее время, свободны от полевых работ, он показывает вам, чем они занимаются. Вязание, плетение, шитье. И на голове вы, конечно, видите трансформированный головной убор курхаст.
разгадать которого даже сегодня не могут ни один ученый. Почему он так называется? Этого замечательного экскурсовода, которая провела мне экскурсию здесь, в художественном музее города Карабулака, зовут Хава Магомедовна. И ей еще раз огромное спасибо, Баркал, за то, что погрузила меня, и в том числе теперь уже и вас, в эту атмосферу Ингушетии и рассказала про историю ингушей. Вот я думал, что у меня выпуск будет небольшим, но получилось как получилось. Друзья, мне здесь от администрации художественного музея подарили подарки. Это календарь к столетию ингушской государственности. В этом году Республика Ингушетия будет праздновать свое столетие, а еще будет в этом году 30 лет с основания столицы Республики Ингушетия, город Магаз. Ну и книгу подарили мне, сейчас с вами заглянем. Что за книгу, я просто не посмотрел, пока мне проводили экскурсию. Ну, соответственно, что может подарить музей изобразительного искусства? Конечно, книжечку про Ингушетию, книгу самую настоящую, с иллюстрацией. Да, хорошая книга. Будем изучать, рассказывать. Ну что, друзья, я немного окультурился, а теперь нужно чуть-чуть перекусить. И здесь, в городе Карабулаке, относительно недавно открыли кафе с красивым названием «Дубай». Вот здесь сейчас туман, снег, а в Дубае погода намного лучше. Ну, немножечко помечтали, а теперь пойдем ингушский чай пить. Немножечко я подустал от местно-традиционной национальной ингушской кухни, и сегодня вместо чапельга моего любимого я решил в этом кафе «Дубай» заказать чай с малиной, как раз очень хорошо в такую погоду, и пиццу, чисто по-европейски, по-итальянски. Но вы знаете, кто меня давно смотрит, что я Италию тоже очень люблю, да и фамилия у меня итальянского происхождения. И пицца – любимое тоже блюдо, и паста – то же самое. Поэтому буду пробовать. Но я вижу, что вкусно. Очень вкусно все выглядит. Сразу хочу передать большой салам Умару Наурбиеву. Он является хозяином данного заведения, которое называется «Кафе Дубай», потому что у него здесь уютно, вкусно и замечательно. Ну, а я, как говорится, сегодня и окультурился, и вкусно поел в замечательном городе Карабулаке, который называется по-ингушски Эльдаргала. Даже выучил название. Но если вам понравился этот выпуск, то поддержите его лайком, подписывайтесь на мой канал и делитесь своим мнением у меня здесь внизу в комментариях. Меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена.